Международное сотрудничество, обсуждение двусторонних отношений и дальнейшие совместные планы. В эти дни делегация Министерства иностранных дел во главе с руководителем ведомства Олегом Барцыц находится с рабочим визитом в Москве, где проходят важные встречи, в том числе и подготовка к очередному раунду женевских дискуссий. 66-й раунд женевских дискуссий пройдет в марте 2026-го. Традиционно в нем примут участие делегации из Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России, США, представители ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель встреч с 2008 года – подписание соглашения о неприменении силы, безопасность и стабильность в Закавказье. Вчерашняя встреча с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Юрьевичем Галузиным и российской делегацией, а также с государственным советником Южной Осетии Константином Карленовичем Кочаевым и членами делегации Южной Осетии, очередной раз подчеркнула нашу приверженность совместную движению в направлении достижения главного соглашения, то есть юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы. В этом году на женевских дискуссиях будут работать две группы. Первая основная и вторая по вопросам приграничного взаимодействия. В каждой из них по 3 человека. Разумеется, в свете сегодняшних непростых турбулентных процессов, которые в принципе происходят по всему миру, и в частности непростой геостратегической, геополитической ситуации на Южном Кавказе, конечно, взаимодействие в направлении достижения соглашения о неприменении военной силы имеет очень существенное значение. Я думаю, что мешает этому с грузинской стороны, мешает нежелание осознать эти реалии и постоянная эксплуатация вот этих мифических постулатов о территориальной целостности Грузии, о том, что Абхазия оккупирована Российской Федерацией. Это не имеет ничего общего с реалиями, которые уже давным-давно сложились в регионе. Мы отчетливо, настойчиво говорим о том, что Республика Абхазия, так же как и Республика Южная Осетия, развиваются и идут своим суверенным, демократическим, современным путем, конечно, при поддержке, при союзничестве и партнерстве с нашим главным другом и гарантом безопасности Российской Федерации. По мнению Олега Барцыц, представителям ООН, ЕС и ОБСЕ, которые принимают участие в женевских дискуссиях, необходимо более подробно разобраться в ситуации. По моему опыту участия в последнем 65-м раунде хочу сказать, что все-таки мне кажется, что позиция и те оценки, которые предоставляют на глобальной дискуссии сопредседатели вот этих 3 структур ООН, ОБСЕ и Европейский Союз, все-таки различаются с теми оценками, которые дает делегация Республики Грузия на этих дискуссиях. Грузинская сторона, конечно, значительно более склонна к преувеличению, к искажению объективных фактов. За 2 дня делегация Министерства иностранных дел Абхазии провела ряд важных встреч. Одна из них с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации и по совместительству в Республике Абхазия Хесусом Рафаэлем Саларосом Веласкесом. Особое внимание было уделено недавним событиям в Венесуэле. Для нас очень важным было снова переговорить, что называется, глаза в глаза с нашими венесуэльскими партнерами. И к моему глубокому удовлетворению мы подтвердили взаимную приверженность общей позиции. Мы продолжаем сотрудничество, продолжаем стратегическое партнерство. Боливарианская республика Венесуэла по-прежнему видит в Абхазии партнера, друга и союзника.
Поэтому мы, конечно, с удовлетворением констатируем стабилизацию ситуации в Боливарианской республике Венесуэла. В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию Олег Барциц провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Никарагуа в Российской Федерации по совместительству в Республике Абхазия Альбой Сусеной Торрес Мехия. Переговоры прошли в посольстве Республики Абхазия в Москве и были посвящены углублению двустороннего стратегического партнерства. Мы недавно посещали Республику Никарагуа, участвовали в праздновании очередной годовщины Сандинистской революции на самом высоком уровне. Контакты с руководством и сопрезидент Даниэль Ортега Сааведра и сопрезидент Росарио Мурильо, это и советник президента Лауреано Ортега Мурильо, которые обеспечили самый высокий уровень контактов и по линии политического взаимодействия, а также и по линии взаимодействия бизнес-сообществ наших двух стран. Также в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с углублением партнерства между Абхазией и Москвой. Москва является флагманом во многих высокотехнологичных процессах, в новых подходах по организации управления агломерациями, по внедрению новых технологий, в том числе цифровых технологий. Особое место мы уделили такому очень интересному и перспективному направлению, как сотрудничество по линии креативной экономики. Агентство креативных индустрий, которое успешно функционирует при правительстве города Москвы. Опыт этого агентства для нас представляется очень ценным, важным, и мы хотим взять вот эти самые передовые, самые лучшие наработки, используя этот опыт, креативно его преобразовать и внедрить его в Республике Абхазия. Визит делегации Министерства иностранных дел в Российскую Федерацию продолжается. Гугут Савардани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.